Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Священное время. Мусульмане всего мира отметят важный для каждого верующего день Арафат. О значимости и как правильно его провести расскажем в этом выпуске. Свои люди. У нас не останавливаются занятия ни с добровольцами, ни с сотрудниками силовых подразделений. В Российском университете спецназа состоялись открытые соревнования по тактической стрельбе, где участники прошли уникальные упражнения. Кто показал лучшие результаты? Помощь маленьким и беззащитным. В регионе проходит благотворительная акция «Дети Чечни детям Африки», запущенная Хадижат Кадыровой. Подробнее в нашем эфире. Мусульмане всего мира отметят важный для каждого верующего день Арафат. С подробностями Турпалали Тайсумов. День Арафа – это одна из важнейших дат для всех мусульман. 9 число месяца Зуль-Хиджа, известного как месяц совершения паломничества. Он предваряет праздник Ид-аль-Адха, известного как жертвоприношение. Муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев обратился к жителям с благой и радостной вестью. Он разъяснил, как следует провести священный день. Dadan dol sasho idogsh dol sasho ot shin sharan dol qenosh dal geshti do Allah ot Arafat dinah yelshno bo alayhi salatu wasalam sudi nasan iblis duan hish khan giniachin ot staypan dal shi geshter qihietan barti khiyotsi busubna han geshtesh. Соблюдение поста имеет большую ценность в этот день, а обретенная награда будет равна той, что причитается мусульманам, как если бы они постились на протяжении почти 3 лет. Жители региона ожидают наступления праздника и делятся своими знаниями о нем. Любой проступок в виде греха, совершенного в этот праздник, будет во много раз тяжелее. Поэтому мусульманину следует избегать подобного. Хорошими деяниями считаются совершение дуа и прошение у Творца как можно больше благ. Поскольку именно в день Арафа, по воле Аллаха, мольбы будут приняты. Ведь, как известно, Всевышний смотрит на своих рабов взором милости. Турпалали Тайсумов, Резван Насипов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В регионе проходит благотворительная акция «Дети Чечни детям Африки». Ее инициатор – начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. С подробностями Лейла Муртазова. Самые разнообразные поделки были выставлены на ярмарке в честь акции «Дети Чечни детям Африки», инициатором которой является начальник департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадырова. Участие в ней приняли 38 государственных детских садов региона. Эту благую эстафету принял председатель комитета правительства по дошкольному образованию Адам Черхигов. Он прибыл на мероприятие и осмотрел представленные работы учреждений. Творческие изделия изготовлены воспитанниками детских садов. Приобрести понравившиеся произведения искусства прибыли представители дошкольных учреждений республики. Они с большой радостью приняли участие в данной акции и поблагодарили Хадижат Кадырову за возможность быть частью этого доброго дела.
Выставлены очень хорошие, красивые поделки. Мы их с удовольствием покупаем. Мы рады сегодня помочь этим детям. Участники акции с ответственностью подошли к данному событию и тщательно подготовились к ярмарке. В эти священные дни никто не остался в стороне от чужой беды и внес свой маленький вклад во имя благополучия детей. В республике Хадижат Рамзановна объявить акции «Дети Чечни, детям Африки». آخر دق ما عنده شومدو ديريس خلط سندالت إحبار كتير صوتون دقة دقيتن رأكسي قيقير ندخج أو ريزق دو دق ساق دو تغنا يا ملا يوش أوت أفريقيا خلبخش دلش أوت بيرشنا تان غلاتر تير أتوني حجر. Цель акции – помочь маленьким и беззащитным жителям африканских республик, которые находятся в трудном положении. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Отметим, что данную эстафету примут еще ряд детских садов субъекта. Эстафета будет передана в муниципальные районы, где также среди детских садов пройдет ярмарка в рамках акции «Дети Чечни, детям Африки», которые приняли от начальника департамента дошкольного образования мэрии города Грозного Хадижат Кадыровой. Лейла Муртазова, Седамин Мусаев, Вести, Чеченская республика. В Российском университете спецназа состоялись открытые соревнования по тактической стрельбе. Участники прошли уникальную систему состязаний. Кто показал лучшие результаты, расскажет наш корреспондент. Обмен опытом, ситуации, приближенные к боевым, а также проверка готовности. Открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди» собрали десятки команд в Российском университете спецназа. Программа включала 12 уникальных упражнений, 4 из которых ночные. В каждом коллективе по 3 человека. Это сотрудники силовых структур, военнослужащие, а также гражданские лица. В целом команды показывают очень хороший результат. Общаемся с представителями команд. Всем нравится, все довольны. Несмотря на высокую загруженность центра, у нас не останавливаются занятия ни с добровольцами, ни с сотрудниками силовых подразделений. Мы все равно стараемся проводить соревнования для того, чтобы максимально поделиться опытом, полученным нашими сотрудниками. Упражнения разработаны инструкторами с учетом опыта участия в реальных спецоперациях. Одно из них – так называемое «на броне». Ликвидировав противника, бойцы оказывают помощь раненым товарищам, транспортируют в безопасное место. Ситуация максимально имитирует реальную. В первый день были упражнения квалификация пистолет, в обороне, карабин, штурм. А в ночное время засада в городе, Ми-8, нападение на колонну и от заката до рассвета. Второй день включал блокпост, воздушно-поисково-штурмовая группа на броне в лесу. Подготовка была отличная, мы готовились давно, довольны своим результатом и в дальнейшем будем участвовать. Хочу поблагодарить главу Чеченской республики Рамзана Ахмадовича Кадырова за такую предоставленную возможность нам. Ахмад Села Аллаху Акбар. Турнир проходил в течение 2 дней. 16 лучших команд по итогам 12 упражнений состязались в эстафете «Дуэль». По итогам 3-е место досталось команде К-11. Серебро унес коллектив КРА-2, а победу завоевала команда КРА-1. Турпал Алита Исумов, Шейх Мансур Малатов и Магомед Бараханов. Вести. Чеченская республика. В Грозный вернулись чеченские бойцы, которые ранее были направлены на защиту в Москву от участников военного мятежа. Они представляют элитные подразделения региона. Всего отправились 3000 бойцов. Военнослужащие республики в очередной раз показали свою преданность и полную готовность выполнить любую задачу, поставленную Верховным главнокомандующим. Сила Омарцы, Коломна, город, Московская область. Цигедагндар, Цигавая, оборонляцер, Шуровский мост. Причина, Масана Хашу, Мола, иншаллах, Милхельчи, Милхком Хельчи, предатель, изменник родины, Мухдичи, предатель, иншаллах, Мола, Васила, Пачавадин, Омар, Митчадаган, Чатда, Ахарду, Вакичи, Мола, В социальных сетях начал распространяться ролик, на котором запечатлен случай, произошедший с Аминой Рустамаевой. На аттракционе в парке Материнской славы произошла трагедия. Кто или что стало причиной ее травмы и дальнейшей госпитализации, расскажет Мадина Нуцалчеева.
25 июня в 22:20 12-летняя Амина Рустамаева поступила в столичную детскую клиническую больницу номер 2 с телесными повреждениями разной степени тяжести. В ту ночь там оказалось еще 3 детей, однако их состояние было куда лучше, и в скором времени они смогли отправиться домой. Виной всему стал случай, произошедший на одном из аттракционов в парке материнской славы города Грозный, видео с которым стали стремительно распространяться среди пользователей сети. После проведения компьютерной томографии девочку в срочном порядке прооперировали. Сейчас жизни Амины ничего не угрожает, успокаивают врачи. Да, к нам вчера были доставлены 4 детей, 3 была оказана амбулаторная помощь, и они отправлены домой. Одна из них более тяжелая, Рустамаева Амина Исаевна в возрасте 12 лет, была доставлена с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом основания черепа. На месте оказали всю необходимую помощь ребенку, клиника лабораторная, инструментарная. Также провели паховые раны, зашили раны. Алхамдулилlah, жизни ребенка ничего не угрожает. На сегодняшний день ребенок средней степени тяжести. Еще недели-две у нас будет лежать. Мы также будем ее наблюдать. Со слов матери девочки, все произошло быстро. Когда она подбежала к Амине, ее дочь была без сознания, делится женщина. И даже после того, как все закончилось, она не помнит, что с ней случилось. Просто она не помнила тот момент, что было и как. Она помнит только после. Помнит, как она села на этот карусель, каталась, все нормально, но сам момент она не помнит. Только помнит, что удар, и все, она дальше не помнит ничего. А так пришла в себя, узнала всех, все хорошо. Всего за несколько часов появилось огромное количество слухов и догадок о том, что произошло на тех качелях. Под огонь общественного негодования попали и сотрудники парка. Дело уже разбирается Следственным комитетом Российской Федерации по Чеченской Республике. Находясь на аттракционе «Салют» развлекательного парка «Материнская слава» в городе Грозный, в результате внезапного торможения аттракциона получил телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту следственным отделом по Ахматовскому району города Грозный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело. Все аттракционы управляются через пульт в виде компьютера. Он же регулирует скорость и плавность их торможения. Работники парка предполагают, что проблема могла быть в нем. Однако делать заявления не берутся. Доверили дело экспертам. Они сами не на шутку перепугались. Подобный случай первый в их практике и надеются последний. Да и предпосылок, по их словам, никаких не было. Вся техника регулярно проверяется. Проверка ежедневно бывает, часто проверяется на то техобслуживание. Да. Такого вообще никогда не было. Просто первый раз такой, можно сказать, первый сбой был. Ситуация произошла это из-за экстренного торможения. Причина на данный момент выясняется специалистами. От нас все зависящее мы будем делать. Все будем проверять на исправность. Также работники парка опровергают слухи о том, что он якобы закрывается на длительный период. Работа аттракционов для взрослого населения временно приостановлена. Сам же парк продолжит принимать посетителей. Специалистами будет проведена диагностика, которая поможет выявить причину сбоя, а также вероятность возникновения неисправности у остальных качелей. Все расходы на лечение пострадавших управляющая компания парка берет на себя. Мадина Целчиева, Мусар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. День наурской казачки – праздник, посвященный одному из ярких и героических подвигов в истории этноса. Ежегодно отмечается 24 июня. На торжестве побывал наш корреспондент с подробностями Саида Гакашева. В нашей истории есть много славных дат, которые не должны стираться из памяти потомков. Одну из таких дат сегодня отмечают в Наурском районе – День терской казачки. Это день, когда женщины-казачки обратили в бегство войско, которое превосходило их по численности в 10 раз. Ежегодно в июньский день станица Наурская становится местом притяжения для всего Кавказа. Сюда съезжаются все проживающие в соседних регионах казаки. В этом году в республику приехало около 300 человек, в их числе атаманы из Ставропольского края, Северной Осетии, Алании, Ингушетии и Дагестана. Это гордость за наш народ, за наших девочек, которые, ну как они уже не девочки, естественно, то, что это были наши женщины. Я думаю, что это будет традиционное празднование вот этого мероприятия, всегда праздника этого, на этой благодатной сейчас чеченской земле. Вот. Я хочу выразить благодарность руководству Чеченской Республики, руководителям Наурского района за то, что они откликнулись на нашу просьбу провести вот это мероприятие, этот праздник.
и нам помогли в этом. По традиции празднование началось с богослужения. В храме Рождества Христова прошел молебен. Сразу же после возложения цветов к памятнику на территории храма казаки отправились к берегу реки Терек для проведения основных празднеств. Вера Арионова – коренная терская казачка, которая проживает в станице Наурская не первое поколение. Она здесь же уже воспитывает внуков. Ее сын – бывший атаман терского казачьего войска. И для их семьи сегодняшняя встреча – это дань памяти. Когда пришел отец Амбросий, начал эту документацию просматривать и давайте, мол, праздновать. А где? Сначала как бы в помещении в каком-то, а потом говорит, а что мы здесь будем, а у нас терек здесь и то все. И начали вот здесь празднование. По словам заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Саида Магомеда Баширова, День терской казачки при всей своей трагичной истории является одним из самых светлых праздников. Должен сказать, что этот праздник ежегодно организовывается нашим министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Но в этом году мы его проводим совместно с администрацией Наурского муниципального района. Вы обратите внимание, здесь сегодня собралось огромное количество казаков, казачат из различных регионов и субъектов Российской Федерации, собственно, со всего Северо-Кавказского федерального округа. Здесь будут звучать такие звонкие казачьи песни. Вы обратите внимание, уже накрыты столы, настроение такое хорошее, праздничное. Ну, собственно, это такая модель слепок нашей республики. Каждый день – это день созидания, каждый день – это день мира, который приближает наш глава, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. До начала основного мероприятия прошло награждение всех организаторов. Им были вручены памятные дипломы и цветы. Горбунова Лариса Ивановна. Для гостей здесь организовали праздничный банкет, а также концерт. Зажигательные песни и танцы в исполнении творческих коллективов из соседних регионов никого не оставили равнодушным. Саида Гакашева, Мувсар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Впервые в Грозном прошли сборы хоккеистов из различных регионов России. В них поучаствовало 16 вратарей из российских и зарубежных команд. Занятия прошли во Дворце спорта Грозненского государственного нефтяного технического университета. Спортсмены высоко оценили качество катка и с самого утра приступили к тренировкам. Сборы проводятся школой iGoal Pro совместно с Федерацией хоккея Чеченской Республики и будут длиться 10 дней. Город мне очень нравится, отличный каток, все есть, раздевалка, душевые, в поле футбольное прекрасное, все условия есть. Очень круто, со школы iGoal тут тренируемся, готовимся. К этому часу это все события, еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».